нашей областной Пушкинской библиотеки. Мы рады сотрудничать. Наш Ускимен Креатив давно с вами поддерживает контакты. Мы у вас проводим мастер-классы, мероприятия. И, конечно, мы рады, что вы представляете здесь результаты труда наших земляков. Расскажите, пожалуйста, о них. Қайырлы күн, үлкен рахмет. Біз Арқаның төріне, Шығыстың өрінен келіп отырмыз. Шығыс Қазақстан өңірінің ақын жазушыларының кітабын осылай Астана төріне алып келдік. Бұнда алып келген кітаптарымыздың барлығы жергілікті ақын жазушыларымыздың қолынан шыққан туындаған кітаптары. Бұндағы кітаптардың барлық мазмұндары ұлттық құндылықтарды дәріптеуге, отбасылық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған, сондай-ақ ұлттық ойындарды дәріптеуге бағытталған кітаптарымызды алып келдік. Одан бөлек еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2026 жылды жасанды интеллектпен цифрландыру жылы деп жариялағандықтан біз сол мақсатта шағын кітапша шығардық. Кітапханамыз осындай Шығыс Қазақстанның әдемі көрікті жерлерінің аңыз әңгімелерін жинап, осындай әдемі кітапша етіп шығарды. Бұнда жасанды интеллекттің көмегімен QR-кодты сканерлеу арқылы бұндағы әр жердің аңыз әңгімелері мультфильм түрінде, бейнеролик түрінде көрсетіледі. Осылай Астанаға келіп шығысымыздың әдебиетін, мәдениетін көрсетіп жатқанымызға біз өте қатты қуаныштымыз. Елена, рада приветствовать вас на таком фестивале, где мы представляем все вместе нашу Восточно-Казахстанскую область. Очень интересные ваши труды, потому что вы работаете с детьми. Вот мне прямо интересно, Елена, самый минимальный возраст, с кем вы начинаете работать? В нашей школе обучаются дети от 5 до 12 лет. Но надо сказать, что были исключения. Была девочка 4 лет и мальчик 13. Вы, когда к нам приходили в центр, говорили, слишком мало вы книг вообще издали за 3-4 года. Сколько вообще сейчас насчитывает производство ваших детей, то, что как раз является вашим трудом В данный совместным? момент официально на сайте у нас размещено 92 книги. Это все книги, которые у нас сейчас есть, и 10 книг в работе. Но надо сказать, что есть несколько книг, которые представлены на выставке, но пока еще не размещены на сайте. Поэтому около 100 книг в общей сложности у нас сейчас. Но я слышала, вы говорили, что эти книги уже есть в продаже у нас в магазинах Вита. То есть могут приходить, приобретать жители нашего города Усть-Каменогорска. Сергей, приветствую вас на этой выставке, где мы представляем с вами нашу Восточно-Казахстанскую область. Расскажите, пожалуйста, про ваши музыкальные изделия, что они из себя представляют, как вы их изготавливаете, какой материал используете. Ну, это бубен шаманский, как сейчас модно. Можно просто бубен. Из кожи, козья кожа, обод, обечайка из дерева. Ну и все. А где вообще вот такие бубны используют? Ну, в принципе, это во всех культурах. Почти во всех культурах есть Наверное, такой где вот музыкальный йога, инструмент. да? Сейчас очень много всяких, кто практиками занимается, йога там, медитативные практики всевозможные. Вот там используется такой инструмент. Вы впервые присутствуете на такой выставке, где представлены различные ремесла нашей области, нашего Да региона? нет, я уже, в принципе, давно уже этим занимаюсь. И на выставках участвую. Когда Как есть часто у нас возможность. вообще в области такие проходят выставки? Ну, не часто. Ну, хотелось бы Ну, чаще, да? Хотелось бы чаще, не просто выставки, а чтобы еще и ярмарки были, чтобы можно было реализовать. Да, понятно. Какие у вас были ожидания и впечатления об этой поездке, где сейчас мы находимся в Астане? Ну, какие ожидания, впечатления? Неактивные астанчане. Что-то Хотелось бы нам побольше, куда-то да? все делись, Чтобы и пришло, да, горожан? посетителей нету. Очень мало посетителей. Ну, а так, в общем-то, нормально все. Хорошо. Может быть, вы покажете нашим зрителям, как вообще этот инструмент работает? Ну, как он работает? Берешь и стучишь.
А что Как нужно, пока? чтобы научиться вообще играть на таком инструменте? Желание. Можно попробовать? Пожалуйста. Давайте я попробую. Особ- Так, и как вы особых говорили, какая инструкция у вас? Ну, по центру такой не сильно звонкий звук. Вот в эту часть, в среднюю часть, вот по этой бьете. Наверное, посильнее, Ну, мне сил не хватает. Вообще вот как, два вида ударов, сейчас покажу. Вот. Открытый и Да. закрытый. Ну и Везде вот свои тонкости. чередуем. Ну там уже от вашей фантазии зависит. Правда, сил не хватает, и надо, наверное... Ой, не там ударила. Ну, спасибо. Нужно учиться, учиться, учиться Нет, до этого ничего. всему. Было бы Спасибо, желание. спасибо большое. Желаем вам удачи на этом фестивале. Спасибо. Всего доброго. Лид, расскажите о впечатлениях, которые у вас остались после вчерашнего дня, и какие надежды на сегодняшний день. Здравствуйте. Вчерашний день прошел очень хорошо. Все люди пришли, покупали, восхищались, радовались. И, конечно же, это прям большая радость для нашего города, что представляет себя в Астане, показать, что наш регион, наш город, Усть-Каменогорск, такой тоже прям очень красивый со всех сторон, что все мастера рукодельницы, все сами умеют делать, творят. И вот пришли показать свои вещи. Какие у вас вот сейчас ожидания на второй день? Как вы планируете его провести? Как вот будут продажи? Потому что у нас же была реклама, и, в принципе, многие, наверное, станицы уже узнали и передавали, как сарафанное радио, информацию о ваших изделиях красивых. Но на второй день также ожидаю очень хороших продаж себе, очень много людей. Пусть приходят, поддерживают и покупают у нас. Отлично, надеемся на результат. Желаю вам удачи. Всего Спасибо. доброго. От общения с людьми новыми, от знакомств с новыми людьми. Я довольна. Были продажи, очень много я раздала свои координаты людям. Надежда, на этой выставке ярмарки креаторов нашей области вы представили очень такие интересные ваши работы из войлока. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается вообще секрет вашего творчества, почему, независимо от возраста, все ваши изделия востребованы? Трудный вопрос. С головными уборами всегда было сложно работать. Чтобы женщина купила головной убор, это нужно очень постараться. Гульбарам, мы рады, что вы представляете наш креативный центр в рамках такого очень значимого фестиваля, выставки, ярмарки, деятельности изделий ремесленников нашей Восточно-Казанской области. Хотелось бы спросить у вас о вашем опыте, о ваших начинаниях, вообще откуда у вас вот это приходит творчество? Ну, как человек творчества, как бы я с детства люблю рисовать, что-то руками делать. И в взрослой жизни я начала уже шить. Сначала, да, неправильно? Ну что, прошел он мимо и все. Опять у нас. Да, расскажите, ну я с этого момента. Расскажите, пожалуйста, про ваше творчество, с чего вы начинаете, откуда вы черпаете вот именно ваши новые модели. Да. Я с детства рисую, как бы. Дело в том, что мой отец тоже рисовал, сундуки делал, он как бы с дерева что-то делал. Поэтому я на его смотрела, росла. И у меня, ну, когда
обычно свободное время я начинаю что-то делать, я не могу без этого сидеть. Рисовать начинаю, потом шить. Вот так вот началось мое творчество. И сейчас в данный момент я преподаю по шитью в центре, в Ускомане, в центре долголетия. И сама занимаюсь, на заказы шью, занимаюсь творчеством, рисую. Как часто вы участвуете в различных мероприятиях, фестивалях, выставках в городе, в области, в республике? Да, в последние 2-3 года меня начали приглашать на всякие вот конкурсы ремесленников. Благодаря Елене Колос меня начали приглашать на вот эти вот, например, креаторские эти мероприятия, выставки. Поэтому я стараюсь всегда свои эти поделки побольше делать, красиво, и чтобы люди могли это самое приобретать. Спасибо. Наш Ускомен Креатив поддерживает таких творческих Да, людей, да. как вас. И хотела бы действительно, чтобы у вас был успех, продвижение, чтобы вас как можно больше узнали в республике. Всего вам доброго, удачи. Спасибо большое.